что за ярлыки нашему абхазскому обществу собираются вешать. Тех людей предварительно, которые сегодня хотят назвать примерно инагентов, там очень много уважаемых людей, героев Абхазии, я не знаю, заслуженных людей, людей, которые в национально-освободительном движении участвовали. Я не понял, они что, все наши враги оказались? Как так получается? Знаете, ну, есть, конечно, моменты, наверняка я и не исключаю, что кто-то, возможно, с Запада именно финансируется, может быть, против там какого-то нашего государственного устройства. Но если есть такой факт, если есть СКБ, если у них есть такие факты, почему тогда эти люди до сих пор ходят? Что они ждут, это закон, а что у нас наш уголовный кодекс не позволяет их посадить, осудить и так далее. Просто им нужна, значит, некая форма для привлечения инакомыслящих людей, значит, повесить им ярлыки и, как бы, как вам сказать, обездвижить, чтобы они закрыли рты, чтобы, значит, свое мнение не высказывались и так далее, и так далее. Например, мы принимали бюджет, я спрашивал, значит, у министра финансов, если такое понятие, и как иноагенты, будут закрываться международные организации, а мы знаем, что 4, значит, направления курируют эти международные организации, бесплатно раздают лекарства, значит, занимаются лечением, скажем, СПИДа, там, туберкулеза, гепатита. И там, кстати, очень хорошие лекарства, которые даже в самой России сегодня нету. Кто готов это заменить и какие финансовые возможности имеет наше правительство для этого? На что открыто сказал, что у нас таких возможностей нет. Тогда за чье-то хотение или за чьи-то фобии мы должны лишить наше население медицинских препаратов дорогостоящих, которые я спрашивал, такой пациент обходится почти $900 в месяц. А таких пациентов огромное количество в Абхазии. Кто их будет лечить? Я категорически не поддерживаю принятие этого законопроекта, не поддерживаю прежде всего по той причине, что он нарушает фундаментальные конституционные права наших граждан. В законодательстве Республики Абхазия есть достаточно норм, с помощью которых можно регулировать процесс деятельности этих организаций. Если что-то противоправное делается с их стороны, если их вмешательство в общественно-политическую деятельность или в какую-то иную носит антизаконный характер, то правоохранительные органы имеют весь объем инструментов, правовых инструментов, чтобы повлиять на эту ситуацию. Какие последствия от принятия этого закона? Ну, вообще-то закон носит исключительно политический характер. Это инструмент политической борьбы в большей степени. Это инструмент борьбы с инакомыслием, инструмент борьбы со свободой мнения. Я думаю, что у нас ни к чему хорошему этот законопроект не приведет. Людей, которые выражают свое мнение свободно, их права будут ущемлять, на них будут оказывать давление, в том числе давление не только со стороны силовых структур, но и какие-то экономические рычаги в отношении этих людей будут применяться. То есть это фактически попытка узурпировать власть. Вот ничего более. И ничего хорошего в этом не вижу. Тем более для Абхазии. В Абхазии вообще политическая традиция, вообще с точки зрения нашей ментальности, мы привыкли быть свободно выражать свое мнение, свободно говорить об этом. И возвращение от эпохи сталинизма неприемлемо для абхазского народа. Я хочу напомнить, что даже в эти времена абхазцы находили в себе смелость высказывать свое мнение. Даже в этот период. Если власть думает, что с принятием этого закона она сможет вообще остановить абхазцев, заткнуть им рот, то она глубоко заблуждается. По всем статьям он является антиконституционным, потому что у нас в Конституции Абхазии записано и свобода мнения, и свобода слова, и свобода права на передвижение, право на объединение, право на демонстрации и так далее. То есть это все будет перечеркиваться, и мы будем жить так, как жили в коммунистическое время, когда мы не могли сказать все, что мы думали, а фактически говорили об этом дома. За нами стоят люди, понимаете? Стоят дети, подростки. Вот сейчас у нас очень хороший проект, который посвящен девочкам. А тут получается так, что мы этого делать не сможем. Я
В 2015 году пришла работать в детский фонд, и я его с тех пор как бы возглавляю и так далее. Я не позволю себя записать в иностранные агенты. Если мы не нуждаемся вдруг в такой помощи, пусть тогда государство берет на себя. Я принесу свои проекты. Например, у меня приемная, бесплатная приемная, в которой мы оказываем юридическую, психологическую и социальную помощь. Я эти проекты, если они, не дай бог, все-таки депутаты вдруг пойдут на такой вот как бы шаг, что примут это, да, эти мои проекты я все положу на стол перед нашим правительством. И, пожалуйста, пусть они, потому что мы работаем для людей. В целом, мое отношение негативное к данному проекту. Но, естественно, я сейчас сразу вам никаких оценок давать не могу. Будем изучать, думать, что и как, для того, чтобы давать более такую конкретную оценку. И, тем не менее, вот если его примут, как это отразится на Абхазии, на ваш взгляд? Трудно сейчас судить, в итоге ведь все показывает уже, знаете, правоприменительная практика показывает, да, но у меня, честно говоря, опасения очень серьезные, и мне кажется, что очень сильно повлияет это не только на тех людей, которые именно контактируют с какими-то западными организациями, но и в целом может повлиять и на свободу слова, и вообще на права наших граждан.